Новый сезон в театре НУР сопровождается назначением на пост главного режиссера Азата Зиганшина. Каким видит будущее он свое и труппы, какие спектакли увидят зрители, поговорим об этом прямо сейчас в программе интервью в эфире главного республиканского телеканала БСТ. Здравствуйте, Азат Надирович. Здравствуйте. Поздравляем вас с назначением. Как настроение, какие мысли? Настроение, я вам скажу, что для меня это назначение было довольно-таки неожиданным, потому что я мог предполагать все, но не театр НУР. Во-первых, я хочу поблагодарить, естественно, также нового руководителя, директора Габидуллина Ферзята Фаритовича за высокое доверие, за то, что он вел со мной переговоры. Я не сразу согласился, поверьте. Я взял люфт-паузу, я много думал об этом назначении, смогу ли я, потому что театр очень огромный, с хорошим коллективом, с сильными ребятами, я имею в виду по творческому составу. Буду ли я соответствовать? Я начал с себя, в первую очередь. Вот. Я благодарю Министерство культуры, руководство за доверие и за то, что как бы утвердили этот момент, это же проходит утверждение, ответственность. И я думаю, что я не подведу. Я не подведу. Буду сделать все, чтобы театр НУР расцветал, я не знаю, чтобы зрительские залы были просто полны. Давайте поговорим об этом, обо всем поподробнее, но со своей стороны мы желаем вам удачи. Спасибо и крепкого большое. здоровья. Спасибо. Какие задачи стоят перед вами и какие задачи ставите вы сами перед собой? Катенька, я хочу сказать такую вещь. Какие задачи? Конечно же, я практически начал, наверное, дня 3. Вот как я посетил этот театр, как мне дали кабинет, шикарный такой кабинет в Нуртеатре, да. Я пока ознакомливаюсь и с документами, и с творческим коллективом, с цехами. Я не могу сейчас утверждать какие-то, понимаете, такие конкретные планы. Это будет неправильно. Я должен немножко оглядеться. Как говорится, знаменитая формулировка есть такая в театральном мире, да, это мир, автор, коллектив и место. Понимаете, я должен немножко осмотреться, на что мы вместе способны в этом коллективе, теперь уже вместе. Но тем не менее, я хочу сказать, что вот на сегодняшний день, 9 октября, будет открытие сезона с великолепного драматурга, я с ним знаком, это драматург Мударис Багаев, который пишет интереснейшие комедии, сюжеты нашего быта. Эта комедия называется «Женюсь на папиной дочке». Режиссер Ильдар Валеев. Это будет искрометная такая комедия с танцами, с плясками, да, вот веселая такая тема. Я потому что был тоже неоднократно ставил его постановки и с удовольствием, поверьте, это делал и сделал бы и сейчас. Думаю, что я к нему вернусь, Бог даст. Ну а то, что я сейчас, как бы мне поставили задачу, как я пришел, нужно на малой сцене поставить спектакль. Времени дали мало, нужно было собраться быстренько, да, и как-то что-то как-то выяснить с пьесами. Действительно, я выбрал одну пьесу совместно с коллективом, обсуждая, рассуждая. Мы говорили очень много. Вот я только что с репетиции приехал. Это пьеса Мансура Гилязева «Не смейтесь, я умираю». Это комедия, где участвуют персонажи такого старики. Старики, очень интересная комедия, на мой взгляд, очень глубокой философии при этом. С иронией, на взгляд, на свое положение в этом мире и чем все это заканчивается. Вот такая пьеса. Когда планируется премьера? Мы еще этот момент не обговаривали, но я думаю, что мы только начали. Я думаю, что это, естественно, в октябре. Конечно, Параллели с тобой не проводите? Очень интересное название. Не смейтесь, я умираю. Это пока, я думаю, может быть и дежурное название. Потому что не дежурное, то есть это название Рабочее. автора. Да, это автора. Может быть, в процессе работы, может быть, все поменяться. Потому что вы же понимаете, театр это такой вид искусства, где это лепнина, понимаете, лепнина. Ты не понимаешь, что будет завтра. Ты пришел с уверенностью, что это так, и вдруг при своей работе ты сталкиваешься с некой непонятным явлением и говоришь, что это не так. Понимаете?
Поэтому в этом-то и заключается наша какая-то такая бездонная профессия, да, и она великолепна, ее можно до конца жизни просто изучать, изучать, и никогда не поймете, поверьте мне, истины. Не ищите ее там. Азат Андирович, ну вы сказали, что в данный момент вы пока оглядываетесь, но все-таки самые смелые мечты, вот они какие? Я скажу вам, а для меня лично, вот для меня лично, да, я понимаю, где мы, как мы, для чего мы и вообще где мы находимся, так скажем, да. Вот. Я к чему все это говорю? К тому, что я сторонник того, что театр, вот он есть театр. И я сторонник того, что на сегодняшний день, что театр должен существовать и быть для народа. В первую очередь. Не нужно обходить народ стороной. Я к чему это все говорю? Потому что моя мечта, когда-то я в одном театре начинал, это собрать всю классику, золотую классику, в репертуар театра. И чтобы это передавалось из поколения в поколение. Это, уверяю, на 100% необходимо. Потому что это наша культура, это наш быт, и если хотите, это наша кровь. Вот. А в классическом варианте, то есть в классическом, прошу заметить, не в джинсовом, где можно применять и джинс, и джаз, да, как бы я понимаю новаторство, ну якобы новаторство. Но я не хочу, чтобы маленький ребенок, приходя с родителями в 6-7 лет, неважно, чтобы он воспринимал точка отсчета его восприятия татарско-башкирской культуры в классическом варианте, я имею в виду про пьесы, да, сейчас о драматургии, чтобы у него начиналась эта культура с джинс, понимаете? Иначе у него точка отсчета пойдет именно джинсовая. И я хочу, чтобы мы про джинсы, про это все всегда успеем сделать, понимаете? То есть голова же у нас забита со своими амбициями, со своим мировоззрением, мироощущением, да, такие моменты. Но и это моя мечта в первую очередь. Но это не говорит отнюдь о том, что мы не будем заниматься зарубежной классикой. Мы не будем заниматься русской классикой. Это не говорит об этом. Мы не будем заниматься, слава богу, в Нуртеатре есть много площадок для этого. Слава богу. Есть где заниматься. Есть где ставить экспериментальные спектакли. Слава богу. Иногда многие площадки страдают от того, что нет площадок и нечего, то есть нечего делать, потому что нет площадок, нет площадок для репетиций, так скажем. Здесь же совсем наоборот. Здесь очень много площадок. Поэтому, я думаю, места всем хватит. Места всем хватит. В нашем теперь уже театре НУР. Вы сказали, что ваша мечта смелая – это собрать всю классику. Насколько это сложно сделать? Это время. Это время. Я не буду пока говорить, о каком спектакле сейчас идет речь, потому что с чего я начну. Это, естественно, с татарской драматургии, золотой классики. Не буду говорить пока, хорошо? Это, ждем. Да, ждите. Я не буду говорить, потому что сейчас временно идет у меня и в голове, и с ребятами подготовка. Это будет, ну, одно скажу, что это будет большая работа. С такой большой кистью, так скажем. По мнению поклонников, особенность вашей режиссуры – это социальная направленность. Согласны с этой точкой зрения? Где это вы вычитали? Пишут. Пишут? Да, поклонники ваши так. Да? Да. Социальной направленности может быть. То есть, расшифрую, режиссер сумел отразить происходящее изменение уклада жизни в стране, духовную культуру башкирского народа и его историческое прошлое. Вот так понимают особенность вашей режиссуры. Ну, я не знаю, как они там понимают. Спасибо, конечно. Но мне больше всего, наверное, конечно же, они правы. А без этого никуда, не зная своей базы, не зная своих корней, ну, не стоит что-то дальше двигаться, понимаете? Мы же все знаем, ну, без корней как ты что-то можешь понять о нас, о людях, которые живут на этой земле? Это бесполезно. Поэтому эта направленность во мне есть. Но есть и другое. То, что почему-то не увидели. Есть другие спектакли, которые я лет, может быть, 8-7 лет тому назад. Это направленность того, что мне очень нравится философия. Мне очень нравится психология. И мне очень нравится задавать вопросы, на которые невозможно ответить. Мне очень нравится, что когда при этом я чувствую, Всевышний улыбается. Когда ты начинаешь ковыряться в нас самих, в людях. Мне просто интересен человек.
Мне интересно мы. Кто мы, зачем мы, ради чего мы. Вот мы сейчас с тобой общаемся, сидим, и мы тоже являемся частью Вселенной. И это здорово. Это То есть бесспорно, конечно. мы какие-то пазлы этой Вселенной. И значит, мы для чего-то нужны. Но для чего? Для чего? Вот телезрители смотрят башкирского спутникового телеканала. Что бы вы им сказали? Для Чтобы чего? дарить любовь. Самое главное. Самое главное, чтобы дарить нежность, чтобы дарить искренность, веру, доверие, чтобы дарить солнце, цветы. И ни в коем случае, подчеркиваю, не вдаваться в пессимизм. Это приводит к тупиковой ситуации нашего сознания, поверьте. Никогда не нужно, я не знаю, берегите себя, берегите друг друга. Мы на этой вселенной, в этом масштабном мире, представляете, в этом маленьком домике под названием планета одни, Но вместе. но вместе. Глава Башкортостана Ради Хабиров давал некоторое время назад поручение Министерству культуры республики сформировать предложение по новому театральному сезону. Вот как вы считаете, театр НУР, какую лепту может здесь внести, и есть ли у вас какие-то предложения на этот счет? Я, честно скажу, пока вот от вас только это слышу, к своему сожалению, но я об этом подумаю. И не только я, с руководством. Конечно же, это вообще мне приятно, что Ради Фаритович обращает внимание на культуру и театр. Вы поверьте, что от руководства зависит вся жизнь нашей культуры. Да? И очень приятно, что Ради Фаритович, потому что нужно понимать, что вся духовность и все остальное, и даже вся экономика без культуры, это невозможно будет сделать. Потому что это воспитание, идеология. Да, вот, в каких-то формах нашей жизни, в нашей республике. Поэтому и не только в нашей, а вообще в нашем государстве. Вот. Ну и, кстати говоря, вот республика у нас многонациональная. Да. Какие задачи сейчас стоят перед культурой, вот перед всей этой сферой, как вы считаете? Единство. Это самое главное. Ну это мы умеем. Понимаете, это единство. Меня просто иногда поражает, когда люди начинают делиться. Мне кажется, что этого не нужно делать. Мы все едины. Понимаете? Я только что до этого говорил, да, что кроме нас здесь никого нет. Поэтому нужно жить, верить в завтрашний день. И все. Все очень просто. Спасибо большое, Азат Надирович. Очень ждем новых спектаклей. Обязательно придем в театр НУР. И к нам тоже приходите, пожалуйста. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. И у нас в гостях был главный режиссер театра НУР Азат Зиганшин. Оставайтесь на БСТ.